первых минут мелодичный голос захватывает внимание собравшихся. Всех этих участников объединяет одно – желание постичь содержимое священной книги. В конкурсе чтецов Корана сегодня принимают участие палестинские дети. Мухаммад Аль-Джаиди начал изучать Коран 3 месяца назад. Мальчик уже выучил несколько сур наизусть. أول شهر ونص بديت أحفظ قرآن وحفظت جزء ونص إن شاء الله وبدنا نحفظ القرآن. Он говорит 3 месяца назад Бог его отдал такое мawhiba, что он изучил Коран и начал изучать Коран. Он уже جزء ولا جزئين؟ جزئين. Он уже знает 2 جزء наизусть. Пока одних проверяют судьи, другие участники готовятся и ждут своей очереди. Среди них как хафизы, знающие Коран наизусть, и те, кто только начал его постигать. Мухаммад Аль-Васабара знает почти весь Коран. Решил принять участие в конкурсе, чтобы посмотреть, над чем ему еще надо работать в изучении священного писания. Сегодня на удачу не надеется и верит только в свои силы. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تقريبا 5 أجزاء من منتصف المصحف أولا. Он сегодня 4 أجزاء по Коране. Он сегодня сам рассказывал. Конкурс состоит из 3 этапов. Принимают участие 50 человек. Члены жюри оценивают знание сур, также правильность их чтения. Победит сегодня тот, кто наберет больше баллов. Все те правила, которые ахкамы входят в чтение, правильного чтения благородного Корана, то есть махрадж, таджвид, и все это оценивалось по 100-бальной шкале. Много было хороших, способных ребят, которые участвовали, которые читали, и на самом деле вызвали очень много положительных эмоций. Сейчас в жизни палестинцев тяжелый период. На земле этого мусульманского народа пришла беда. И чтение священной книги – это способ облегчить испытания людей, помочь им и нам не терять надежду, что в скором времени войне будет положен конец. Священные тексты призывают к добру, милосердию и состраданию как к братьям по вере, так и иноверцам. И поэтому, по словам старших, важно с самых маленьких лет привить ребенку любовь к изучению Корана. Это и послужит ему ориентиром в мирной счастливой жизни. لكن هنا يأتي من الأطفال الذي تشجعوا على هذا أثناء عرض هذه المسابقة وعلمناهم جيدا ولكن الحمد لله كانوا جيدين يعني. Он говорит, есть некоторые из них из Палестины, из дома, они знают наизусть весь Коран, есть люди половина, есть люди четверть. А этот здесь через наш мечеть, через наш ихний преподаватель и остальные люди, дети начали изучать джузу 2, 3, балтара, и начали, иншаллах, будет дальше и дальше и дальше. Победитель забирает сегодня денежную сумму 15 тысяч рублей. Тем, кто занял 2-е и 3-е места, призы от 10 тысяч. Остальных участников также не оставили без внимания. Им достались приятные, а главное полезные подарки. После награждения всех присутствующих ждал вкусный ифтар. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.